Олеся Кондакова-Захарова, инструктор экопросвещения. Родилась в Якутске, окончила горный институт СВФУ по специальности горный инженер. Но вместо того, чтобы добывать, защищает природу, работая главным специалистом экологического просвещения в национальном парке Ленские столбы. Кроме того, она титулованная красавица. Ведь наша гостья вошла в топ-15 конкурса красоты «Мисс Россия-2012», в топ-30 конкурса «Мисс Модель Мира-2016» и является обладательницей короны конкурса «Мисс Якутия-2011». Олеся, привет. Здравствуй. Слушай, я так рада тебя видеть в начале лета в нашей студии. И хотелось бы поговорить о тебе, о твоей жизни, о том, чем ты занимаешься. Ну, с самого начала, наверное, да? Начнем. С самого начала. Вот самая база человека — это его фамилия. У тебя фамилия очень интересная, она двойная, Кондакова-Захарова. Я понимаю, что много вопросов с этим связано, и, соответственно, ты очень часто об этом рассказываешь. Ну, еще один раз не грех, я думаю. Да, я не против. Начнем с того, что вообще у нас начало дедушкиной фамилии Кондаков. Он вилюйский, и мама, соответственно, тоже Кондакова. Она была известной своей фамилией, и вышла она замуж за моего отчима и приписала эту фамилию. Не захотела терять первую фамилию, приписала, грубо говоря, а я была маленькая, и я не понимала. То есть при рождении у меня вообще другая фамилия была, но об этом мы... Но это другая история, да? И я еще думала, что при получении паспорта это все случилось, ну, как документально. Оказывается же, все идет со свидетельства о рождении. Соответственно, мама уже в свидетельстве о рождении и вписала, ну, то есть я иду по маминой фамилии, соответственно, я автоматически просто стала Кондаковой-Захаровой. Мама была певицей эстрады в группе в свое время, в театре эстраде она работала. И, то есть, у нее не было псевдонима, она больше была вот под своей Кондакова. фамилией. Я была маленьким ребенком, который остается один на гастролях, когда она уезжала. Так что да, это было долго. И скучала по маме. Вообще про детство расскажи, пожалуйста, что там такого было интересного, основополагающего, может быть, и какие надежды ты, как человек, как личность, подавала в детстве? Какая ты была, какой у тебя был характер? Я была непослушным ребенком. До ужаса. Ну, наверное, не непослушная, а шустрая, да? И шустрая, и непослушная. Не знаю, вот кто сказал, что так надо было для меня. Дедушка говорит, в 7 надо быть дома. Не знаю, ну нет у меня часов. Периодично потом дедушка дарил мне каждый мой день рождения часы. С заботой носки еще. И в детстве я в основном воспитывалась у бабушки с дедушкой. Мама, соответственно, работала много. И со старшими братьями. То есть это более такое пацанское, мальчиковское, и далека была от состояния девочки. Ну, в детском саду я еще была девочка, а потом уже все вот... Перестала, да, быть девочкой резко. Все бегала, и все, что вот гаражи, что вот походы, гуляния, какие-то там с братьями дела, шалаши, вот это вот все мое было. Соответственно, детство у меня вот было прям, можно сказать, дворовое даже. Больше не сидела дома. Ну, а из взрослых кто все-таки больше влияния оказал на становление юного человека? Наверное, тетя Мария, которая, вот как раз-таки мама вот моих двоюродных братьев, она старалась воспитывать во мне девочку. Вот эти ленточки, платьишки какие-то, ну вот. И, конечно, огромную прям мою составную — это дедушка. И причем, что не по-научному. То есть он меня не воспитывал. Вот надо так, что-то. Просто делом. Я смотрела и училась, можно сказать. Он так жил. Да? Он так жил. Он так делал. Бабушка тоже вот любила нас, как внуков, но вот тоже вот, что ты сыт, ты здоров, уже все хорошо. Соответственно, все мы учились вот взглядом. Если взглядом на тебя плохо посмотрели, значит, ты нехорошо себя ведешь. Значит, ты что-то сделала неправильно. Вот. А что ты главное взяла у дедушки? К тетушке мы еще вернемся.
У дедушки скорее характера, наверное. Вот подчеркиваю это, что он вилюйский, да, но, к сожалению, еще ни разу не была, мечтаю этим летом съездить. Вот он холодный, он вот прям вот стать, и вот это вот все должно быть четко. Я даже не сказала бы, что он перфекционист, но все должно лежать на своих местах. За это я очень благодарна дедушке, что он приучил меня всему. От строительства дома, грубо говоря, теплиц и всего остального, и вообще как выживать, и вот что такое черная работа, это вот сделало человека. Тогда детство прошло в Вилюйске. Нет, вот как раз-таки я не ездила туда ни разу. Это он Я сюда приезжал. городская, да. К сожалению, всегда мечтаю съездить вот так вот. На лето в деревню, но у нас такого нет. С детства я росла в городе, но был Сайлык. Мандай, обожаю это место, до сих пор езжу иногда, но мы там уже все продали. Это Мегина Кангаласом, чуть рядышком от Бестяха Нижнего, да. И вот там вот я и босиком все это пробегала по заборам, развлекала себя как могла. И с детства вот опять же дедушка, почему говорю, что приучил вот к работе, это вот и полено разрубить, воду потаскать, и все это мне было играючи. Ну и вот эта вот близость к природе, наверное, тоже примерно Да, оттуда я же, и думаю, от что дедушки, оттуда. и от Сайлыка. Да? Ну, давай сначала про тетушку. Тетушка, наверное, очень порадовалась тогда, когда ее любимая племянница увлеклась конкурсами красоты и стала такая девочка. Они не знали, участвуешь в да, конкурсе красоты? я скрыла этот момент. Ну, то есть я была активным активистом, и вот везде где-то что-то, да, еще плюс спорт где-то. А вот именно про участие на Мисс Якутии я вот не сказала. Мама знала, а родственникам я особо не говорила. И как бы уже вот финал день, и, соответственно, уже все узнают, что Олеся участвует. Узнают, что она еще и выиграла. И вот я помню, когда тетя мне вручала вот якутское КТЕ, где, да, хранятся вот все, что принадлежности как раз-таки девушки, она мне вручала это в знак того, что вот ты молодец, и чарон якутский, обожаю вот эту вот гравировку, которую там делают вот с чем-то, достижением, да, событие, родственники, конечно, все в восторге, все рады, и вот у нее было такие слова, что вот, а она же никому не сказала, вот взяла, пошла и победила. А вообще какое значение конкурсы имели в твоей жизни? Почему это нужно было в тот момент? Конечно, это начинается сперва со школы, скорее. Да? В школе есть из школы и вот что-то такие конкурсы, да, обязаловка с класса. И тогда для меня было принятием сцены. Я поняла, что мне нравится сцена. То есть в школе участвовала? Да, я чувствовала, потому что высокая, потому что красивая. Да, обязательно с класса должен кто-то участвовать. И вот в каком-то классе, в 10-м, по-моему, мне такая честь удостоилась. Я там почувствовала впервые, что я не боюсь оказываться сцены. Хотя такого опыта не было. То есть мне нравится вот это вот. Выходить, радовать людей. Конечно, волнение есть. А потом уже университет. В университете были такие тоже мини-конкурсы. И был мисс и мистер СУФ на тот момент. И там тоже с горного института, да, я горняк, пришлось поучаствовать. Но тоже с восторгом таким. И что потом уже дало? Дало, что а почему бы и нет? Почему и быть не республиканский? Да. А потом вот когда я уже ушла на репетиции конкурса, вот там уже мне это прям, даже можно сказать, Вселенная, возможно, услышала мои мечты, что вот, а хотелось бы быть лицом там какого-то магазина. И вот, пожалуйста, и того, и этого еще здесь. А потом сидишь такая, думаешь, а это возможно? Но это вот из плюсов. Да. А есть ли обратная сторона какая-то, которую тебе пришлось принять? Обратная сторона популярности, обратная сторона титула? У нас все не было, и все было позитивно. Но да, когда начинают тебя узнавать, фотографироваться, это еще ладно. Это симпатия, это очень даже хорошо воспринимается. Но у меня одно время был какой-то такой бзик, но до паранойи не дошло. Но вот мне стало страшно, что люди меня знают, а я их нет.
А вот то, что касается спорта, это тоже еще одна такая грань твоя, очень выраженная. Ты от спорта далеко никогда никуда не уходила. Когда он появился в твоей жизни, как он развивался? Появился он у меня в школе. Я начала, ну, уже более так нацеленно ходить в тэквондо. Я тэквондо? тэквондистка, да. Как говорит тренер, бывших тэквондистов не бывает. Мне нравилось. Сперва я противилась, мы с кикбокса еще туда перешли. Сначала был кикбокс, на секундочку, потом тэквондо. Я думала, ты просто волейболистка. Вот как раз-таки я не была волейболисткой никогда. Ну, как хобби, возможно, оно у меня потом появилось. И с тэквондо я вот забросила как раз из-за того, что я стала мисс, и мне было не до синяков как бы. Нельзя было. Да, и уже здоровье я начинала понимать, что не вывожу такие единоборства. И более со временем у меня пришло вот какое-то командное. То есть я на самом деле командный игрок вообще и по жизни, и я познакомилась с волейболом. В школе я играла, но это так, как бы правила были школьные. И я более судья высшей лиги городской, и часто вот республиканские мероприятия мы тоже судим. Ладно, хорошо. А природа, экология, это как пришло к тебе? Ну, я так понимаю, что все-таки с детства, Да. Были Я такие согласна. ценности, и сейчас занимаешься экопросвещением. Сейчас, да, уже вот 4-й год я работаю в нацпарке «Ленские столбы» именно по сфере экологического просвещения. То есть я не эколог, но я веду вот такие лекции для школьников в основном, для студентов, чтобы восприятие мира было безвредным, а может даже и полезным. То есть как бы минимализировать хотя бы вред. Это уже считается плюсом. Но с природой, конечно, я уже с детства бок о бок. И, наверное, даже само имя Олеся, оно говорит, что это лесная. Вот, соответственно, лес я тоже очень сильно люблю. И по сей день я неразлучна, а еще и работаю в этом А как направлении. проходят вот эти вот уроки по экопросвещению? Есть экологические даты. То есть День журавля, День медведя, День И приуроченные природы, к воды, да. И мы, лично я, занимаюсь школьниками и стараюсь брать более такой переходный, либо осознанный возраст. Это идет как лекция, ознакомление. Почему вообще существует этот день? С миру по нитке, говорят, а я, наоборот, капля в океан, но оно того стоит. Слушай, ну смотри, в удивительное время мы, конечно, живем, что сейчас людям нужно объяснять правила поведения на природе. Мне кажется, вот буквально поколение до нас это было естественно и как будто бы нормально. Люди все прекрасно понимали, как правильно, как неправильно, что делать в лесу, что не делать в лесу. А сейчас приходится учить. Даже, возможно, не учить, а как раз-таки, вот как ты говоришь, напоминать о том, что вот было экологично. То есть везде, где написано экология или экологично, это не есть правда. Та же экошуба. Ну да. Соответственно, эко-бытовая химия. Да. А люди же, как вот общество принимает, где вот эко, значит хорошо. Поэтому чуть углубленно, если к этому уходить, да, это нужно напоминать о том же поведении, о том же восприятии. Для кого-то важно не выкинуть мусор просто в карман и в следующую мусорку. И слава богу, если она будет не заполнена. Есть привычка у людей, когда переполнена, и я тоже одну дополнительную. Рядом брошу, тут же все лежит. Да, но нет, пожалуйста, нет. Что стоит? А для кого-то не проблема взять и выкинуть. Абсолютно. То есть внутри все спокойствие. Возможно, да, в детстве мы тоже так делали, но когда мы начинаем расти, осознанно понимать, с чем мы живем, где мы живем, почему, уже вот нет. То есть для тебя это одна из граней осознанности человека, да, вот это вот понимание. А существуют ли тогда какие-то прям топ правил
которые людьми нарушаются сплошь и рядом, и о которых тебе приходится постоянно людям напоминать? Касаемо моей работы можно это подчеркнуть. Наша любимая тема — оладушки. Да, это моя тоже Что-то любимая. будет — оладушки, что-то было — оладушки. В любой непонятной ситуации — оладушки. Это очень хорошо. Значит, все равно у людей Есть с потребность. поколения, да, это передано. Это замечательно. В то время, когда было нас немного, я не говорю, что переселение, нас становится больше и больше, узнает об этом больше и больше. А раньше, да, это было вот 1-2 ставил, и все хорошо, душа спокойна, духи, все вот Всевышний, Вселенная тебя услышали, ты благословен. Зверушки поели. Зверюшку поели. Это же, конечно, все равно тоже для себя, это психология, ну, тоже одна из частей. Вот сейчас, к сожалению, это делается вот иногда, даже вот, говорят, это по традиции говорят. А больше это, по-моему, формальности для галочки, да, часто? Вот, Все что так вот делают, так и я надо. тоже сделаю. Да, так надо. Извините меня, возможно, меня сейчас закидают этими же оладушками, не дай бог, да, но это не говорит, что надо. Это внутри все равно у каждого сидит. Возможно, можно просто прикоснуться, поговорить мысленно, если вы что-то просите, да. Но если лично вы так что-то делаете, да, можно эти оладушки положить. Но вот надо в новых местах наши границы, наши чудесные границы среди районов, улусов, да. Очень много людей, вот просто надо и все. Но если ты видишь, извините меня, очень много всего, можно оставить либо хотя бы одну, либо еще вот 1 крошат на 3, да. И вот по сути нашей работы мы встречаем очень много туристов. Для очень многих людей Ленские столбы — это знаковое место, значимое, это жемчужина Якутии. Гости приезжают, и вот надо. И мы сразу вот в шуточной форме говорим, что так, если оставляем оладушки, по чуть-чуть. 1, а можно 1 на всех. На 10. Ну, семья пришла, Поделиться на да, части. 1 взрослый пришел. А у нас иногда же бывает и папа, и мама, и дети. Дети — это И надо. каждый по 7. Не дай бог. Каждый свой Не дай кружочек. бог. И мы шутим, что вот у нас вороны уже не летают, белки уже не убегают, толстенькие. С благословением мы их Правда. убираем, утилизируем спокойненько. Но это тоже тяжело же вот взять, вот люди что-то сделали. Либо заменяют оладушки этими ленточками. Нашими тоже по традиции вот надо завязать. Ну, салама традиционная, Да. она же делается на веревочке. Да, на шнуре из конского волоса. Но и если туда ты не завязывается. нашел этого веревки, и либо она заполнена, что у нас на дереве. дерево. Пожалуйста, это мое уже послание, не делайте так, дерево начинает гибнуть. Ему это не нравится, вряд ли мне бы понравилось, если бы мне завязали палец, да. И определенная веревка, пожалуйста, загадали. И нам же тоже это приходится убирать с дерева, да, и прям рука, ну, не идет, ну, а что делать? И мы сами там начинаем. Санавыка толлун, бартачугай боллун, бартатавалланын, и вот так вот все это снимаем. И это же все тоже энергия. Это же Ты всё- чувствуешь себя служителем культа? Я чувствую себя разрушителем чьих-то надежд. Но Ну, такова правда. да, пожалуйста, просто вот так не стоит делать. Там, я не знаю, чем вы вывозили, какими самосвалами, потому что их было очень много. Ну, правда, очень много. Это дико выглядит все. Так, хорошо. Еще какие правила есть? С оладушками ясно, с Салама веревочками тоже. ясно. Ну, конечно, знать для начала, куда ты идешь. Мгм. Мы идем в лес. В большинстве случаев мы идем в лес, значит, в гости к диким животным. Пожалуйста, никогда не запоминаем об этом, что мы у них в гостях. Вот если к нам кто-то в дом вломился, И начинает по своим правилам да, жить. Нас нам возмущает. очень сильно возмущает. На дачу кто-то заявился, да, даже будь это тоже другой какой-то сурок, да. А в дикой природе, если мы вышли, нужно соблюдать как минимум правила поведения с дикими животными. Мгм. То есть это, опять же, бывает, что мы кормим чем попало. Путю, иди сюда, покормлю, да. Не все это едят животные. Сколько с собой взяли, столько будьте добры увидеть. А лучше, Пожалуйста.
оставить природу чище, чем чище, она чем была. была. Да. Потому что вот правда обидно же, да? Люди выезжают так далеко, благодаря чему? Благодаря тому, что у всех автомобили, у Транспортное всех есть средство, да. возможность выехать. И почему на этих автомобилях потом нет возможности забрать с собой мусор? Мне это удивительно и странно. Есть замечательное место Токулан. Так. Да? Песчаные дюны. Мы делаем перед сезоном, конечно же, субботники, и меня поразил тот момент, что люди закопали мусор в песок. О, нет. И это если в одном месте просто вот я обнаружила, но в каких других местах это много же происходит, и я, извините, просто не понимаю того, что вот человек таскал это все, это же тяжесть, где-то вода, какая-то жидкость, да, где-то еда, да, те же тушенки, да, не все же мясо с собой берут. И вот это вот все, оно было тяжелее, когда ты приносил. Ты опустошил это все, оно стало легче. Так в чем проблема? Убрать его с собой. Да Нет, хоть на мусорку, лучше хоть будут свалку. копать и закопают. Вот, и вот это вот тоже говорит о некоторых осознанных мероприятиях, когда ты хочешь отдохнуть. Что ты имеешь в виду отдохнуть? Вот что именно? Отдохнуть от чего или как? Соответственно, не всегда выход на природу является отдыхом. Возможно, да, это, возможно, даже вот какая-то работа. В этом подытожить можно, что, опять же, мы приходим к теме, вот все, что принес, унеси. А еще, если ты настолько крут, возьми еще Забери то, что чужое, было. да. Да. Это же, как говорят, модно, 1000 карме. Вот. Почему нет? Это же возможно. Такая большая территория, так много прекрасных мест. Очень много. И невозможно за всем уследить. Невозможно, правда? Да. Но все равно есть вот эти добрые люди, которые занимаются все равно вот, то ли очисткой, то ли просто вот тоже говорят, уберите за собой. Уже хорошо. Так ты когда про себя говорила, ты как-то так говорила очень компактно, очень мало, очень дозированно. А когда заговорили о работе, эй, понеслась душа в рай. Ты можешь бесконечно, я так понимаю, говорить о своей работе. Да. А теперь давай не будем. Хорошо. Давай не будем. Скажи, пожалуйста, чем ты еще живешь, кроме работы? Что тебя вдохновляет? Чем ты занимаешься в свободное от работы время? Вот если я, например, с езжу на этим Ленский столб, чтобы тяжело. отдохнуть, а ты там работаешь. Да, с этим тяжело. То есть работа у меня занимает большую часть. Вот почему, возможно, я так и о ней говорю, что на данный момент и до этого она мне занимает очень много времени. А что для меня отдых и чем я могу заниматься? То есть это был тот же волейбол. Там совсем другая атмосфера. Это спорт, это другая энергия. И прям такого хобби или что-то, чем бы я могла занять, это, наверное, мой любимый диван. Тоже можно хорошее дело. Тишина. Нужна тишина. По сезонам есть, я стараюсь говорить не о работе, но я очень сильно утомляюсь от общения с большим количеством людей. Не дай бог еще негатив где-то будет. И вот иногда вот хочется просто вот я у себя есть, и вот это вот пледик, вот эта кружка кофе. И фильм. Замечательно. Меня никто не трогает. Давайте посидим потише. Вот, наверное, у меня тогда такой вот, тишина. да. Если тишина, тогда не телевизор, тогда что-то еще. У меня нет Книжка? телевизора. Нет, он есть, но у меня нет канала. Да? Да. Книги только вот приходит такое осознание. С детства я не любила книги. Урок литературы — это для меня мучением был. Больше я как-то была такие физически, либо технически. Активным Да. ребенком, да? А сейчас начала читать? Да, и мне Нравится? нравится. Так интересно. Я начинаю понимать людей, которые много читают книги. Слушай, ну это взросление, это взросление. Блиц, Давай. да? Любимое место на земле? Дом. Можно так ответить? Можно сказать диван. Диван. Чего ты не умеешь, но хотела бы научиться? Ой, я мечтаю научиться ездить на моторной лодке, иметь права. Это Хотелось бы это научиться. мечта или это план? Пока мечта.
Ладно, я тогда желаю, чтобы чтобы мечта побыстрее превратилась в план. А есть ли что-то, что бы ты изменила, если бы была возможность? Раньше думала, что есть. Сейчас думаю, что нет. Но нет, пусть будет нет. Хорошо. Ты суеверный человек? Да. Назови определяющую какую-то примету из суеверия, которое никогда ты не проигнорируешь. Черная кошка. Она самая. А, да? Вот, Серьезно? повернуться. Ну, то есть все по канонам. Там, за пуговку, сзади. Но бывает, когда ты ездишь в машине, это немножко тяжело. И есть вот это вот. Вышел, что-то забыл, вернулся. И язык показать? Да, обязательно. Прям смачно. От так души, еще. да? Мгм. Типа, А если не получилось показать, тогда что? я все равно показываю. Все равно, Да. даже если не Делаю. получается, все равно показать. Либо иногда оправдываю себя тем, что ну я же не забыла, я же еще не перешагнула, а вот когда, да, вышел, спустился там с квартиры. И или приходится где-нибудь, возвращаться? да, вот все забыли же, вот тогда. Ух ты, Это здорово. Ну и в завершении пожелания нашим телезрителям, которые тебя сегодня видят. Меня научили, куда говорить. Любите себя. Во всем этом, да. Пожалуйста, давайте жить в единении. Как говорится, давайте жить дружно, но с осознанием того, что мы частичка этого мира. Никогда не забывайте, что все мы из мяса. И все мы Какая часть природы. добрая. Да? То есть все мы часть природы. Да, да. Слушай, ну ты прям как инструктор по экопросвещению сказала. Молодец. Я старалась. Спасибо большое, что пришла. Мы, правда, очень компактно поговорили, но такой формат у нас. Я надеюсь, что когда-нибудь еще придешь, и мы поговорим побольше. Да.